Dostlar, yer яңғырады yayınımızda ve elbette ki biz şimdi medeniyet mevzusunu devam ettirek maksadıyla stüdyamızdan elbette ki misafirlerimizni karşıladık ve tamam güzellik hakkında, tamam medeniyet hakkında. Şimdi biz laf edeceğimiz stüdyamızda kim acaba Mavile? Elbette de bizim stüdyamızda eki musafir bir degil. Şunun için keliniz biz tanış olayık. Bu Şevket Keşvedinov, Medeniyet Kronika adlı internet leyhanın müellifi, ressam ve Liniye Nalbatova Yırcı. Selam алейкум. Hoş geldiniz. Sabahınız hayırlı olsun. Рада видеть вас у нас в гостях. Уверена, мы проснулись с хорошим настроением. Как началось ваше утро? Линия Ханум, Началось утро с кофе. Я проснулась с хорошим настроением, как вы сказали. И с дороги сюда, с тяжелой дороги, с пробками. Çok sağ olun, мы рады, что вы все-таки добрались до нас. Шевкет Бей. Вы знаете, девушки, вы такие красивые, мне кажется, вот если бы вы просто молчали, так моргали бы, да, в кадре, все равно у вас был бы уже рейтинг. А если возвращаться к вашему вопросу, традиционному, моему любимому вопросу, я уже не могу сказать, что могу придумывать оригинальные ответы, поэтому скажу правду. Я проснулся очень сложно, с мыслью зачем же, еще бы немножко полежать, еще бы немножко поспать. Но, тем не менее, с радостью приехал к вам. Спасибо за приглашение. Çok sağ olun geldiğiniz için. Шевкет Бей, недавно в Крыму прошло культурное мероприятие, организованное вашим интернет-проектом. Мы выбирали самого перспективного певца Крыма. Расскажите, этот проект уже проводился не впервые, это уже третий проект. Расскажите немножко как бы об истоках и на сегодняшний день, как прошел, какие были этапы? Ну, начать надо с того, что да, действительно, третий год подряд мы проводим этот проект. Откуда идея взялась, я уже, честно говоря, не помню. Но спасибо этой мысли, что она меня посетила, что этот проект получилось запустить. И вот уже вот на протяжении 3 лет мы продолжаем эту традицию. А проект этого года для меня, он, наверное, был самым сложным в организационном плане. Мы впервые участвовали с партнерами именно с крымской площадкой. Я очень благодарен Крымскому радио «Море» за то, что они поддержали наш проект. Впервые я столкнулся с тем, что не все журналисты, которые обещали поддержку, оказались хозяевами своего слова по различным причинам. Но, тем не менее, ни на кого не обижаюсь, делаю выводы, иду вперед. Мне очень приятно, что 19 артистов откликнулось на приглашение принять участие в этом проекте. Необыкновенно горд составом членов жюри, потому что любой проект определяет именно состав жюри и количество зрителей, которые приняли участие. В этом году у нас почти 3000 проголосовавших и, собственно говоря, 2 заслуженных артиста Крыма, Урени Кинжикаева, Рустем Иметов, заслуженная артистка Украины Лилия Титова-Кучмей, 2 оперных певца из Москвы, Юлия Яшкулова и Леонид Скороходов, радиоведущая Эмине Челебиева, ваша коллега, и фотограф Ольга Мурзаева. То есть представительный состав жюри, который разбирается в своей теме и который сделал свой выбор, зрители, которые сделали свой выбор, и, как вы видите, прекрасная певица, которая сегодня у вас в студии, является действительно самым перспективным молодым музыкальным исполнителем 2016 года. Я хочу подчеркнуть, что это не значит самым талантливым, самым одаренным. Да? Линье прекрасно понимает, что это только начальный этап, и что вот с сегодняшнего дня, наверное, да, еще больше надо заниматься собой, еще больше надо уделять время своей музыке, своему творчеству. Но, тем не менее, та площадка, которая предоставила культурная хроника, я думаю, что такая гордая и красивая птица, как Линье, да, она еще взлетит и всем нам покажет. Да. Линия Ханум, мы знаем, что вы победительница. С какой песней вы представили? Песня авторская, музыка Ильгиза Багабдинова, моего брата, и слова моей Софет. На крымско-татарском. На крымско-татарском, да, Кемсиге, Сыны Перме. С радостью хотелось бы подметить, что Линия была уже у нас гостем в студии, и именно премьера этой песни тоже у нас была на телеканале. Линия Ханум, как вообще помните предложение поучаствовать в этом конкурсе, что вас привлекло и какая это ступень в вашем творчестве, по вашему мнению? Ну, мне сразу понравилась эта идея, чтобы как-то расширить аудиторию, чтобы много кто посмотрел и клип, и послушал эту песню. И я знала, что много подписчиков, вот, и что они по-любому ее прослушают. Вот. И
конечно, хотелось оценку какую-то получить, потому что мы это сделали сами, командой, и хотелось как бы услышать мнение разных людей. Я услышала, мне это очень понравилось. Довольны результатом. Шевкет Бей, вот такие проекты, что они значат для Крыма, и планируется ли этот проект сделать, возможно, всероссийским, привлекать каких-то артистов с России и как бы обмениваться нашими артистами опытом как бы вот в рамках этой культурной хроники? Ну, надо начать с конца начну, да, Да. как запомнил вопрос. Во-первых, мы уже сотрудничаем с певцами, мастерами вокального искусства за пределами Крыма. И не обязательно это Россия, это бывают и другие страны, за что я им очень благодарен. Потому что, как вы знаете, наш проект некоммерческий, и конкретно музыкальный интернет-рейтинг также проводился на некоммерческой основе, то есть участие для каждого певца было бесплатным. И то, что такие высокие профессионалы отозвались на, что говорится, голом энтузиазме, конечно, им честь и хвала за это. Будет ли этот проект всероссийским? Если потяну, я как главный редактор «Культурной хроники», значит, он будет всероссийским. Я хочу отметить, что за эти 3 года, к сожалению, может быть, к счастью, я не могу найти похожих проектов в Крыму. И по большому счету молодым музыкальным исполнителям ну, практически негде представлять свое творчество. Они являются такими активными пользователями соцсетей, но интернет – это одна область, где ты начинаешь, а все-таки надо покорять радио, телевидение, газеты, журналы. Я не знаю, куда смотрят люди, от которых в этой области что-то зависит. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не только энтузиасты работали в культурной жизни Крыма. Мне бы хотелось, чтобы все-таки была практика меценатов. Да? Люди, которые могут протянуть руку помощи, протяните ее. Я уже не раз повторял, что и художники, и писатели, и певцы на сегодняшний день, они один на один с этим вопросом, да, то есть у кого хватает сил бороться, тот борется, и через какое-то время мы о ком-то узнаем. А я уже за 3 года заметил, что очень большое количество певцов, талантливых певцов и певиц, они просто сходят со своего пути, потому что не выдерживают этой гонки. Нужна поддержка, и если вот благодаря вашей программе, вашему телеканалу, еще раз, люди, от которых зависит, что-то услышат в моей речи, вот этот вот призыв о помощи, значит, не зря мы сегодня сюда пришли. Я уверена, что так и будет. Шевкет Бей, вы сказали, что в жюри были действительно великие артисты нашего народа. Выдающиеся. Выдающиеся. Великие время скажет, но будем говорить выдающиеся. Да, выдающиеся, действительно, которые признаны не только государственной наградой, но и всем народом. Как они, вот хотелось бы, в частности, о наших крымско-татарских исполнителях, мы знаем, что не только наши соотечественники, представители других национальностей принимали участие. Как они отреагировали, скажем так, на творчество молодежи? Понравилось ли им и как они видят вообще перспективу нашей крымско-татарской эстрады? Начнем с того, что Урия Кинжикаева, заслуженная артистка Крыма, она уже на протяжении 3 лет член жюри на постоянной основе, наряду и с Леонидом Скороходовым и Лилией Титовой-Кучмей. И в этом году посчастливилось заполучить члены жюри Рустема Меметова, также заслуженного артиста Крыма. Что мне нравится в наших артистах вот высокого ранга, они всегда доброжелательно относятся к молодым исполнителям. Конечно, они видят огрехи, конечно, у них есть замечания по поводу артикуляции, крымско-татарского языка, музыкальной окантовки, того необходимого орнамента, того накала, который должен быть в песне. Когда ты их слушаешь, такое ощущение, ты экстерном сдаешь экзамен в музыкальную школу, потому что эти люди, вот они с полуслова начинает звучать песня, они разбираются, откуда истоки, из какого направления, из какого села композитор Крыма, да, или города Крыма композитор, потому что в его вот нотах, в его музыкальной теме именно это прослушивается. Они всегда готовы протянуть руку помощи. Я еще ни разу не слышал, чтобы Рустем Меметов либо Урия Ханум отказали молодым исполнителям, которые обращаются к ним за советом. Я думаю, что если Линие вдруг, я думаю, что захочет, потому что это нормальная
практика, когда молодое поколение тянется к представителям старшего поколения за мудрым советом, потому что мы ищем конструктивную критику. Поверьте, хватает людей, которые готовы размазать вас по стене, потому что им просто вы не нравитесь. А нам нужны люди, которые профессионально оценивают композицию того или иного исполнителя и своими замечаниями направляют этого человека на более верный путь. Потому что, понимаете, найти профессионального критика всегда сложно. Для любого артиста, художника это важно. И если так, благодаря этому проекту у Линье, например, получится, значит, проект не зря был начат 3 года назад и продолжается сегодня. Линия Ханом, такой вопрос. Ваши дальнейшие планы? Дальнейшие планы. Хочу что-то новое уже написать. Уже эта песня, ее уже многие знают, и хочется еще. У меня сейчас очень много идей, очень много вдохновения, потому что столько отклика получила. Теперь, конечно же, творить. Линия Ханум, вот еще такой хотелось бы вопрос задать. Вы, как участница, ну, как победитель этого проекта, естественно, считается, что немаловажный путь к успеху – это оценить своих соперников, конкурентов. Вы, как вообще, когда вот принимали участие, оценили, как вы оценивали своих коллег, скажем так, многих из них вы наверняка знали, как расценивали свои шансы? Я уже говорила, что мне было неожиданностью эта победа, потому что очень много было талантливых там, и хорошие аранжировки, и слова, и вообще там моя песня немножко отличалась, потому что у меня такая, она немножко спокойная такая какая-то, а там вот аранжировки такие были с драйвом такие, и в основном людям нравятся такие, да, вот, но в этот раз лирика как бы победила, вот, ну, все, я не могу сказать, что я выделила кого-то вот особенно, что мне понравилось. Вот Нилюфер мне понравилась, Лилова. Рифат Мустафаев мне понравился. Ну и Севиль Меметова, ой, Севиль Велиева, сказали просто Меметова. Да. И Эмине Мустафаева, конечно же, у нее там народное такое, мне всегда очень нравится, народное направление, поэтому их я... Да, исполнители, молодые исполнители, которые тоже уже достаточно известны среди нашего народа. Как у вас вообще впечатление от конкурса? Вы сказали, вам пишут очень много пожеланий. Что пишут люди? Ой, у меня был как второй день рождения, меня так поздравляли, так это, ну, я не ожидала, что меня так будут поздравлять, и незнакомые совершенно люди. Так приходит успех, Линия. Так, да. Конечно, иногда бывает по ночам, потому что невозможно уснуть, вот, но это очень приятно, это, я же говорю, это вдохновение какое-то, это получаешь, уже отдаешь энергию и уже ее получаешь, уже как-то идет обмен. Поэтому это всегда полезно и для творчества, и вообще лично для меня. Шевкет Бей, вот хотелось бы спросить, поговорили о жюри. Такой момент, вот интернет-голосование и жюри. Голосование жюри сильно ли расходилось во мнениях? Сильно. И каждый год. Это история, этот момент, которого я жду с содроганием. Потому что зрительское голосование всегда одно, голосование профессионального международного судейства, оно всегда другое. И в эти моменты, конечно, когда оглашаются результаты, я не знаю, как участники, я волнуюсь, наверное, ну, чуть-чуть меньше, чем они. В этот раз мы проводили церемонию награждения в Республиканской крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Я очень благодарен директору Гульнаре Ханум Ягьяевой и замдиректору библиотеки Лилии Ханум Кадыровой за то, что они поддержали этот проект, предоставили зал. И в этот раз мы впервые вывели на табло сначала результаты зрительского голосования, и потом постепенно от 0 до высшего балла от членов жюри озвучивали оценки. Как на Евровидении. Да, да, мы называли это крымским Евровидением. И такой, знаете, вот накал страстей с каждым баллом, ты чувствуешь, как и участники начинают мандражировать. И, собственно говоря, сидят зрители, которые случайно зашли на эту церемонию. Знаете, сначала они сидели вот так, а потом уже вот с таким вот это... Переживали искренне. Переживание за каждого, да. И
Тем не менее, результат таков, он неоспорим, мы его озвучили. 3-е место Севиль Велиева, 2-е место Эмине Мустафаева, 1-е место Ление. Какое бы ни было зрительское голосование, каким бы ни было судейское голосование, победителей не судят, победителей принимают, по возможности любят, всегда уважают. Поэтому я доволен, как у нас все это сложилось в этот раз. Те, у кого есть какие-то критические замечания, я напоминаю, что я принимаю только конструктивную критику по своему адресу и по адресу своего проекта. Я готов его выслушать. Но на сегодняшний день результат таков, и он, еще раз повторюсь, не оспаривается. И хотелось бы подчеркнуть, что действительно достойная тройка Безусловно. победителей, которая, безусловно, все 3 исполнителя, я так считаю, являются Я перспективными. очень рад, что наши с вами взгляды на эту тройку совпадают. Да, это действительно так и есть. Но самая перспективная Линие, мы ждем, конечно же, от нее новых проектов, новых побед. И всегда рады видеть вас у нас в гостях. Шевкет Бей, в свою очередь, благодарим вас за столь интересный культурный проект, который действительно несет культуру в массы. И надеемся, что это, мы уверены, что это не последнее подобное мероприятие. И всегда рады поучаствовать и рады видеть вас, опять же, у нас в гостях. Большое. Çok sağ olun. Çok sağ olun Gelgeniniz geldiğiniz için. için. Biz ise dostlar bu noktada yayınımızı devam etmektemiz. Ve şimdi sizler için növbetdeki maxsus levhamız Acayip Şey hakkında özünüz bakınız.